Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. 2020 год, столетие ТССР. Мы каждый день в эфире наших новостей будем вспоминать памятные события этого дня в вековой истории республики. Сегодня, в 1965 году, указом Верховного Совета РСФСР был образован Нижнекамский район. Тогда это был рабочий поселок, позже получивший статус города. Мы продолжаем, и вот что будет в выпуске. Осадки зимой, как снег на голову. Утром даже на такси застряли на дамбе, опоздал на экзамен. Кто в республике снегопад не ждал, а кто ему рад, узнала Зарина Ахметова. Руководствуясь правилом «я хозяин, что хочу, то и творю». Данное нарушение задержали камазисты, вызвали сотрудников полиции. Кто в Казани устраивает незаконные снежные свалки и сколько их обнаружили экологи, у них узнал Сергей Хайдаров. 5 сдали в прошлом году, 6 должны достроить в этом. Действующие бреши в законодательстве использовали нечистые на руку застройщики. Как в республике решают проблему долгостроя, узнавала Юлия Муратова. Фигуры из снега, льда и тысячи разноцветных гирлянд. Все вот это сделано, и все это чудо мы своими руками делаем. Как села Татарстана подготовились к республиканскому конкурсу на новогоднее оформление, увидел Рамиль Галиулян. В понедельник у татарстанцев начался с метели, которой не было с начала зимы. В Казани в час пик образовались километровые пробки, они достигли 9 баллов. В этом пользователи соцсетей обвиняют коммунальные службы. Они утверждают в приоритете центральной магистрали. Что всем им ответили синоптики, знает Зарина Ахметова. Только так некоторым удалось сегодня попасть на работу вовремя. Утром Ямашева и другие улицы Казани окутали пробки. 9 баллов показывали карты в 9 часов. Больше всего не повезло водителям Советского района. Как результат – ДТП. В столице за первую половину дня их насчитали 111. С утра большинство ехало, везде аварии. Лед сильный. Не видно полос, разметки. Утром даже на такси застряли на дамбе, опоздал на экзамен. На снег и заторы казанцы жаловались и в соцсетях. Некоторые, шутя, говорили, что к снегу и в январе коммунальные службы были не готовы. А дорожные службы и не догадывались, что зимой может пойти снег, и поэтому были не готовы. Хотя в час пик на уборку улицы одновременно отправили 256 единиц спецтехники. Ввиду того, что снег пошел в 5:30 утра, и уже граждане начали выезжать на работу, получился небольшой затор, соответственно, комплекс дорожной техники не смог полностью пройти по всем дорогам. Если для водителей снег оказался помехой, то для пешеходов радостью. Как бы хорошо, что выпал снег уже, а то слякоть была постоянная. Хорошо, весело, можно в снежки поиграть. Такого же мнения и челнинцы. Пробки, аварии их день не омрачили. Прекрасная погода. Мне нравится такая погода. Вообще, красота. Собираю снег, хорошо. У нас дворники хорошо работают. Альметьевцы от пробок тоже не пострадали, но вот по работе коммунальщиков мнения водителей разделились. Все нормально, дороги чистят. Вот только что проехала. Хотелось бы получше, почаще. Поинтенсивнее, скажем так. На работу в 5:30 вышли дворники в Нижнекамске. Нормально, терпимо. Чистит же, почистит, дальше будет. А так нормально. Отслеживать ситуацию на трассе помогает вот эта интерактивная доска. Метеостанции присылают фото с дорог. В режиме реального времени наблюдают и за работой спецтехники. Вот даже за буквально несколько минут, в которые мы с вами общаемся, уже количество техники увеличилось. И на данный момент стало 793. Многим кажется, что сегодня республика оказалась в снежном плену. Однако, по словам метеорологов, осадков выпало всего 12-18% от месячной нормы. А высота снежного покрова не достигает и 1 сантиметра. Мы оказались под влиянием активного атмосферного фронта, глубокого, обширного североатлантического циклона. В предстоящие сутки мы окажемся в тыловой части этого циклона, а северо-западный ветер будет отмечаться умеренный. А ночью местами еще сохранится слабая метель, но осадков уже ожидается немного. Следующее погодное испытание татарстанцев будет ждать в четверг. Тогда прогнозируют мокрый снег, дождь и ветер. Не стоит ждать крещенских морозов. Температура в ближайшие 10 дней будет на 11 градусов выше нормы. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Татарстан. Сегодня по незаконным снежным свалкам отправились татарстанские экологи. Только в Казани нашли 7 самовольных мест складирования. По одной из версий, снежной свалки – это чей-то бизнес. Объявление с номерами телефонов и предложением принять снег висит прямо на свалках. Сергей Хайдаров по ним тоже позвонил.
Ну да. У нас здесь примерно выявлено 40 КАМАЗов снега. Вроде и снега выпало этой зимой немного, а незаконные свалки все равно появляются как грибы. Только в Казани экологи нашли 7 таких мест. Одно из них на Минской. Свалка снега здесь организована на частной территории. Заехать на эту территорию, как выяснилось, могли далеко не все автомобили. Почему, спросите вы? Ответ кроется вот в этой вот цепи и вот в этом вот замке, который установил, видимо, собственник территории, руководствуясь правилом «я хозяин, что хочу, то и творю». Проследили за КАМАЗом, выявили данное нарушение, задержали КАМАЗиста, вызвали сотрудников полиции, в том числе нашу лабораторию. Отобраны пробы снега. Собственники, как они вообще отреагировали? Говорят, что это их не земля, что они якобы что хотят, то и может делать. Вместе со снегом частники могли завезти сюда нефтяные отходы или химикаты, опасаются природозащитники. Виновников экологи пока не называют, идет следствие. Здесь же висит объявление «Примем снег». Абонент временно недоступен. Можно предположить, экологи свернули чей-то снежный бизнес. Сейчас в Казани 8 официальных пунктов временного складирования снега и 8 снегоплавильных камер. Мы находимся на очередной точке незаконной свалки снега. Еще буквально пару дней назад это место выглядело вот так. Эти фотографии сделали сами экологи. Сегодня, как видите, это место выглядит уже вот так. И здесь даже стоит техника, которая, судя по всему, и разгребала снег. Но природозащитников такой выход из ситуации абсолютно не устраивает. Как оказалось, у этой частной территории с незаконной свалкой и предыдущий один и тот же владелец. Они его растолкали просто, получается. Но снег так оставлять нельзя, его надо ликвидировать. Ликвидировать свалку так или иначе придется. В зависимости от ущерба виновные будут либо оштрафованы на 250 000 рублей, либо привлечены к уголовной ответственности. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ Казань. Воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери близится к завершению. С ходом работ сегодня ознакомились Рустам Минниханов и Ментимир Шамиев. Напомним, по указу президента Татарстана восстанавливать храм начали в 2016 году. Как рассказали, общий вес строительных конструкций собора составляет более 100 000 тонн. Сейчас остается обустроить иконостас и место обретения иконы в пещерном храме. Это святая святых. Вот здесь, да? Вот оно сохранилось. Ну, оно было, конечно, обезображено, но вот эта часть, она полностью сохранилась. И здесь была обретена вот именно в этом месте. Дела татарстанской митрополии обсудили на встрече с архиереями. Митрополиту Феофану Рустам Минниханов вручил медаль «100 лет ТССР». Отмечен его вклад в укрепление в республике межнационального и межконфессионального мира и сохранение духовного наследия. И очень важно, что вручение медали произошло именно в Казанском Богородицком. Это просветительно. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают журналисты. В России День печати. В 1703 году вышел первый номер газеты «Ведомости». Какой вклад в истории должны оставить современные журналисты, сегодня главным редактором татарстанских СМИ рассказал Фарид Мухаммедшин. Место встречи для этого выбрали символичное и необычное, какое увидел Дмитрий Аринин. Видите, там вот в верхней части топор. Что писали пером и что не вырубить топором в Национальном музее, сегодня показывали журналистам. Такой экскурс в историю в свой профессиональный праздник символичен. Этот год в Татарстане пройдет под знаком празднования 75-летия Победы и празднования столетия ТССР. С большим вас праздником, доброго здоровья. С поздравлениями сегодня выступил Фарид Мухаммедшин. Как отметил спикер Госсовета, СМИ Татарстана уже давно доказали свой профессионализм. Мы не только по праздникам с вами встречаемся на различных площадках. Я вижу, как заинтересованно вы бываете в районах и в городах, освещая поездки президента, освещая обсуждение крупных социально значимых вопросов. В этом году в республике пройдут выборы президента Татарстана и муниципальных депутатов. Все больший оборот будут набирать национальные проекты Владимира Путина. Через вас и вместе с вами должны найти консенсус, согласие и поддержку населения в реализации этих проектов. Где идет отставание, вы об этом должны говорить. Сейчас в Татарстане работает более 1000 средств массовой информации. Это печатный, электронный пресс, телеканалы, радиостанции. Да, интернет – это, конечно, новая реальность. Да, цифры – это новые тренды в развитии нашей отрасли. Но первичен контент. Что мы будем говорить? Кому мы будем говорить? А интернет всего лишь способ доставки этого контента до аудитории. А мы говорим, что мы будем
мультиплатформными, то есть мы будем вещать везде. Лучшим работникам отрасли сегодня вручили государственные награды. Почетной грамотой удостоена Мадина Тимирзянова, заместитель генерального директора нашего канала «Главное по новостям». Как раз таки зритель оценивает, насколько журналист качественно выполняет свою работу, насколько ты честен, насколько ты правдив. И вот об этом, я считаю, что в нашей профессии самое главное об этом помнить всегда и не забывать. Вот мне дали сегодня награду, мне очень, я горжусь. Любовь сподвигает на великие открытия и свершения. В ближайшее время журналистам предстоит еще один профессиональный разговор. Обсуждение отрасли уже со всеми показателями предстоит на коллегии Татмедиа. Дмитрий Айрин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. 5 сдали в прошлом году, 6 должны достроить в этом. Темпы строительства казанских долгостроев сегодня озвучили на совещании в Казанской мэрии. Сейчас в столице остается 9 проблемных домов. Причина везде одна – обанкротился застройщик. Как удается решить проблему, знает Юлия Муратова. Вот наш второй, третий, четвертый дома до сих пор без движения. Так, ровно полгода назад дольщики ЖК МЧС с просьбой помочь достроить долгострой дошли до Рустама Миниханова. Стройка домов началась еще в 2012-м. С того времени из 5 высоток сданы были только 2. Одну из них достроили благодаря мерам президента по привлечению инвесторов. В жилом комплексе МЧС работа возобновится сразу в 3 домах. 2 из них уже получили разрешение на строительство, но здесь пока видно только сваи. А во втором доме уже вовсю кипит работа. Здесь будут квартиры с предчистовой отделкой и со стекленными лоджиями. Новоселье скоро отметят и дольщики ЖК «Молодежный», жилых домов на Достоевского и Заслонова. В Казани в этом году достроят 6 домов. На 4 выделено 5,5 миллиардов рублей. Помощь оказал Федеральный фонд защиты прав граждан. Остальные 2 дома за счет средств Фонда Республики. Финансирование деятельности данных фондов осуществляется через Фонд защиты прав граждан и участников долевого строительства. Средства Федерального фонда могут быть направлены как на завершение строительства, так и на компенсационные выплаты пострадавшим гражданам по рыночной стоимости жилья. Счастья, наверное, нет никакого предела. Войти в свой дом Елена Семенова мечтала с 2014-го. И в декабре прошлого года она вместе с другими дольщиками первого дома ЖК «Молодежный» получила долгожданные ключи. В 2019-м в Казани завершили 5 таких домов-долгостроев. Решить проблему помогли и изменения в законе. Действующие бреши в законодательстве использовали нечистые на руку застройщики. На сегодняшний день федеральное законодательство поменено. Речь о эскроу-счетах. Сейчас по этой схеме возводится 31 дом из 100. Пока же в Казани осталось 9 долгостроев. К концу 2021 года проблема должна быть решена. Юлия Муратова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И в продолжении темы читайте материал в реальном времени. Что может способствовать росту объемов жилья в Казани? Сотни родителей Казани повели сегодня своих детей из 104-го в другие садики. 104-й на прошлой неделе опечатал Роспотребнадзор. По данным ведомства, помещение находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, что угрожает здоровью детей. Нарушения должны были устранить еще в прошлом году, но администрация проигнорировала предписание ведомства, говорят здесь. В результате из 290 дошколят 100 распределили по 14 детсадам республики. Мы сейчас взяли ситуацию под свой контроль, работаем с администрацией детского сада. На сегодня проведена уже большая работа. Предполагается комплексный капитальный ремонт. Там будут проведена замена оконных рам, дверей, ремонт кровли. С Нового года семьям с новорожденными подарки. Подгузники, одеяло, комбинезон. Большой комплект детских принадлежностей могут получить родители, чей доход не превышает прожиточный минимум. Все по национальному проекту «Демография» Владимира Путина. Насколько важна такая поддержка, узнала Вероника Ганудинова. Сейчас домой пойдем, не плачь. Маленькая Ралина – 4-й ребенок в семье Шавганиевых. На выписку сегодня приехала вся семья. Для меня дети – это счастье, радость в доме. Когда они бегают, когда они хулиганят, все это обыденно для меня, потому что я сама росла в многодетной семье. Честно рад. Ну, и честно знаю то, что придется в 4 раза больше работать придется. Помогать, о ней заботиться. Молодец. Подгузники, комбинезон, одеяло. Руфина Шавганиева первая в Казани получает коробку новорожденного. С этого года ее вручают семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Для этого нужна лишь справка из соцзащиты. Семья родила ребенка в одном роддоме, а прописана мамочка по, допустим, где-то в районе, а родила в Казани, то по месту прикрепления к роддому, исходя из места прописки. И, соответственно, эту коробку также семья, если не получила в день выписки, то
Семья с низкими доходами может получить ее до достижения ребенком возраста 6 месяцев. Сегодня национальные проекты здравоохранения и демография как раз направлены на повышение рождаемости. И вот эти вот акции, они как раз и позволяют вот этим семьям идти за следующим ребенком. По национальным проектам в этом году есть и другие меры поддержки. Они касаются многодетных. Так, если их доход ниже прожиточного минимума, семьям положена 100% компенсация за детский сад. А на лекарства можно получить электронный сертификат на 10 тысяч рублей. Также, если в семье воспитываются 5 или более детей, а доход ниже прожиточного минимума, положена компенсация. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Команда молодости нашей. Обязательно надо наводить порядок. Полувековой юбилей отметила боевая комсомольская дружина. Как рабочей молодежи удалось стать грозой преступного мира, выяснил Рамиль Шайдуллин. Фигуры из снега, льда и тысячи разноцветных гирлянд. Все вот это сделано, и все это чудо мы своими руками делаем. Как села Татарстана подготовились к республиканскому конкурсу на новогоднее оформление, увидел Рамиль Галиулян. На культмассовых событиях в республике татарский язык будут использовать наравне с русским. Постановление подписал премьер Алексей Песошин. В документе указано паритетное использование двух государственных языков, в том числе при информационном обеспечении, рекламе и ведении. А официальный язык мероприятия с участием почетных гостей из других регионов определяется самими организаторами по договоренности. В Челнах свой полувековой юбилей отметила легендарная боевая комсомольская дружина. Ровно 50 лет назад, когда ТССР было 50, в Казани и Челнах появились молодые люди, ставшие одними из главных борцов с преступностью. Тогда-то и появился лозунг «Городу будущего. Образцовый порядок». Рамиль Шайдуллин о том, кто его наводил. Каждая фотография – это уже история. История храбрости и веры в то, что на улицах будет порядок. История легендарной комсомольской боевой дружины. Работали на работе, после работы бегали туда, противостояли, конечно, преступностью. Вот так. Эта история берет начало со строительства КАМАЗа. ТССР 50 лет. В республику приходит всесоюзная стройка и приезжают сотни тысяч людей. Следить за порядком приходится усиленнее. Конечно, силы правопорядка нужны были только не милиции, но и боевые комсомольские дружины. Зашли, там сплошные бутылки, валяются стаканы. Обязательно надо наводить порядок. И работа закипела. Молодым людям выпала непростая задача – бороться с преступностью. В городе всего было 39 милиционеров. Поэтому первое, что мы сделали, провели собрание в комсомольской организации, организовали первичные отряды. Сначала их было 87, потом уже 400 дружинников, прошедших серьезнейший отбор. Сразу было видно, он достоин, недостоин, хочет, не хочет, может или не может. Зато потом они могли все. И вести беседы с трудными подростками, и участвовать в боевых операциях, сохраняя в ТССР той поры мир и порядок, и передав его республике 21 века. Рамиль Шайдуллин, Нишат Аюбов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. 15 лет защиты и службы. Сегодня свой юбилей отмечает татарстанский ОМОН Росгвардии. В 2005 году он был создан как отряд милиции особого назначения. За это время его бойцы отвечали за порядок на сотнях мероприятиях. И раз в год они сами выходят на сцену. Сейчас на праздновании 15-летия работает и наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, как праздник? Добрый вечер, Даяна. Ну, конечно, мы этих людей не привыкли видеть без формы и масок. Сегодня по ним и не скажешь, что они являются бойцами ОМОНа, Росгвардии Республики. Сегодня многие пришли со своими семьями. Ну, а повод просто отличный юбилей ОМОНа, 15-летие его в республике. Ну, и всех здесь сегодня поздравил с этим начальник управления Росгвардии по Татарстану Рустем Гумеров. Сейчас я предлагаю его послушать. Благодаря высокой квалификации, дисциплине и мужеству сотрудники отряда являются мощным и надежным звеном в системе охраны правопорядка как в Республике Татарстан,
так и за ее пределами. ОМОН Республики – это два подразделения в Казани и в Набережных Челнах. Несмотря только на 15-летие, за их плечами и универсиады, и чемпионат мира по водным видам спорта, и Олимпиада в Сочи, и Мундиаль, и WorldSkills. Наши ребята выезжали и на Северо-Кавказ. В общем, сегодня лучшие из лучших получили награды. Ну и поздравил всех с юбилеем. Симфонический оркестр Росгвардии страны под руководством Владимира Васюка. С ним удалось пообщаться до начала немного. Давайте его, собственно, и послушаем. Сотрудник Росгвардии, он такой же человек, как и любой житель нашей страны. Точно так же у него есть семья, заботы, тяготы, лишения и все это. Ну, отличие в том, что он, кроме всего прочего, очень часто это незаметно, но стоит на страже, защищая людей. Уже завтра оркестр выступит в Набережных Челнах. Ну а у меня на этом все. Даяна, передаем вам слово. Спасибо, Салават, а мы продолжаем. Тонны льда, десятки снежных фигур и тысячи разноцветных гирлянд. В новогодние праздники села Татарстана словно Диснейленд засверкали огнями и иллюминацией. Их жители верят, они точно победят на республиканском конкурсе на новогоднее оформление. По неоновым улицам прошелся Рамиль Галиуллин. Стоит в поселке Баландыш наступить в темноте, как здесь наступает настоящая новогодняя сказка. На каждой улице и каждый дом ледяные фигуры и тысячи разноцветных огней украшают главную площадку деревни. И самое главное, все это сделано самими сельчанами. И это не все. Баландышцы решили, каждый дом должен дарить новогоднее настроение. Сделать всю деревню новогодней игрушкой решил глава сельского поселения. В конкурсе Баландыш участвует второй год подряд. Там первое место заняли. И дома тоже в этом году первое место занял. У меня это настоящая гордость. Это все на европейском уровне. Вот услышали Сабов, приехали сюда. Красота, конечно. Мы сами своими руками сделали. Вот это тоже своими руками. Вот это тоже. Заискрилось, засверкало и село Большие Ачасыры Зеленодольского района. К дому Нурии Ганиевой приехал сам Дед Мороз. Там, где не хватило снега, в ход пошли иголки и нитки. Часть игрушек пенсионерка сшила сама. Снег даже не было. Мы отсюда снег таскали и потом своими руками сделали. В праздничных огнях и дом семьи обзаленных. Все фигуры сделаны из металлокаркаса и обвиты гирляндами. Мы начинаем готовиться уже с середины декабря к этому празднику. Все вот это сделано, и все это чудо мы своими руками делаем. Вернее, мой муж, я ему помогаю, и дети помогают. Зато дефицитного снега в избытке в Высокогорском районе. Жители села Мульма возвели настоящий ледовый городок. Такую красоту должна увидеть вся республика, решили в районах и выдвинулись на конкурс лучшего новогоднего оформления. Всего 6 номинаций. 11 миллионов рублей выделено на поощрение победителей этого конкурса. Будет учитываться и активность жителей того или иного муниципального района, как они отмечают работу в новогодние каникулы. Заявки принимаются до 16 января, но участники для себя уже определили, эмоции важнее победы, поэтому продолжают праздновать, теперь уже Старый Новый год. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, Наталья Мезина, Игорь Романов, Ленар Гинатуллин и Адель Мендубаев, ТНВ, Татарстан. Сегодня Старый Новый год. Мы отправились в гости к самой старой елке республики. Ей 133 года. Она растет на берегу Волги. Уникальное дерево горно-алтайской породы в свое время посадил граф Молоствов. Как елка простояла больше века и сколько она еще должна жить, расскажет Салават Мухаммадуллин. Вот это и есть самая знаменитая ель, произрастающая на территории Тетюшского района. 33 метра в высоту, 17 в ширину. Это гигантское дерево, самая взрослая ель в республике. Горно-алтайскую красавицу посадили здесь в 1887 году. Живут они до 300 лет, говорят. Опять же, в республике приживаемость их очень низкая. И как она простояла, как она сохранилась, конечно, трудно сказать. Но факт есть факт. Дерево старейшее на территории республики. Периодично оно болеет, конечно, но мы его лечим. За 133 года ель накренилась. Кстати, в ту же сторону, куда и башня Сюмбике. Специалисты говорят, что дело в розе ветров. Место, кстати, тоже особенное. Это Дворянская усадьба.
Граф Владимир и Елизавета Молостовы были настоящими эстетами и хозяйственниками. Вот, например, сохранившаяся липовая аллея. А еще в конце 19 века здесь был яблоневый сад и каскад прудов, где разводили даже форель. Это самое прекрасное место, которое для Молостового было особенно любимым, потому что здесь перед вами и аномальные поляны, Волга-матушка, ну и, конечно, посмотрите, какая красавица горно-алтайская ель. Сейчас в селе Долгая Поляна живут только 2 человека. Петр Владимирович переехал сюда на пенсию четверть века назад. Здесь, во-первых, был детдом, который я даже застал, и как называли, приют. Вот, знаете, до слез, что дети вокруг елочки ходили и бумажные игрушечки вешали, понимаете, вот это, снежинки. А потом еще был дом престарелых. Им это тоже было очень приятно, когда эта ель сохранилась. Вообще, самой взрослой ели на планете 9500 лет. Она растет в Швеции на горе Фолуфьелет, а нашей долгожительнице нет и 1,5 века. Хотя по горно-алтайским меркам у нее сейчас только бальзаковский возраст, а значит, увидит ее еще не одно поколение. Салават Ахмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Тетюшский район. Почти новогоднее чудо случилось и на Дакаре. Точнее, его сотворили механики. Эдуард Николаев возвращается в гонку, правда, в качестве участника отдельной квалификации. Но экипаж 5-кратного чемпиона ралли может помогать остальным камазовцам на дороге. Все, что не убивает технику, делает ее сильнее. Казалось, грузовик Эдуарда Николаева после поломки двигателя полностью завершил выступление на Дакаре. Однако в день отдыха механики не спали, они восстанавливали технику команды. В целом такая роль, она тоже непростая. Нужно ехать 90% надежно, чтобы понимать, что мы действительно можем что-то помочь, можем чем-то, как говорится, оказать какую-то помощь нашим ребятам, если она понадобится. Теперь он выступит в отдельной квалификации Dakar Experience, а в случае поломок партнеров по команде сможет выполнять роль быстрой технички. А помощь нашим экипажам понадобится, пока битва за тройку продолжается. Даже любой малейший мотоцикл, квадроцикл, они пылят действительно очень сильно. И пыль стоит, как будто там внедорожник проехал какой-то. Но у каждого своя тактика, и тут каждый придерживается ее. В кабине чемпионов все для комфорта. Современные технологии, ничего лишнего и максимальные условия для безопасной гонки. Есть еще один монитор, который показывает, именно что происходит у тебя под колесом. Камера находится на зеркале и наведена на правое переднее колесо. Потому что это проблема всех грузовиков, и дальнобойщики все согласятся, что ничего ты не видишь, что у тебя там под правым передним колесом. Пока в тройке лидеров 2 камазовца – Шибалов и Каргинов, а экипаж Сотникова на 6-й строчке. Но впереди еще 5 решающих этапов, где может произойти все, что угодно. Разик Фархулин, Алмаз Гафиатов, ТНВ, Саудовская Аравия. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. На ТНВ время прогноза погоды. В студии София Егорова. Компания «Данил Мастер» поздравляет жителей республики с наступившим Новым годом и дарит новогоднюю скидку 20% на кухню вашей мечты. Подробнее на сайте danil-master.ru. Телефон в Казани 2 167 166. По прогнозу Яндекс.Погода в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается облачная погода. Пройдет небольшой снег. Днем 2-3 градуса ниже 0. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге облачно, небольшие осадки и -2. В Агрыде, Менделеевске, Актаныше будет облачно. Пройдет небольшой снег, также -2. В Арске, Кукмаре и Балтаси облачно, местами снег. Днем до -3. В Болгаре, Дрожжином, Буинске небо затянуто облаками. Небольшой снег, -1. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно, не исключен снег. Довольно тепло, -1-2 градуса. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, остеохондроз. Доктор Ост самые грозные заболевания позвоночника и суставов лечит по передовым технологиям. Без операции и без протезов. Не терпите боль. Прямо сейчас запишитесь на прием в Доктор Ост за полцены. В предстоящие сутки в столице Татарстана ожидается облачная погода. Не исключены небольшие осадки. Днем до -2.
Ветер западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы. 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 88%. Магнитное поле Земли неустойчивое. На дорогах гололедица. Будьте внимательны. На этом наш выпуск завершен. До свидания.